завершающий Масленицу выходной день именуется как Прощенное воскресенье. Традиционно в этот день многие гагаузы принимают гостей и сами ходят в гости. Готовятся к этому празднику заранее, обычно приготавливая много мучных изделий. Особое внимание уделяют плацинде, выпеченные по гагаузскому рецепту. Гагаузскую плацинду, так же как и молдавскую, готовят с творогом или брынзой, однако при процессе приготовления есть одно отличие. Только гагаузы собирают начиненное творогом тесто в гармошку, затем обильно поливают ее сметаной. Ну вот, плацинда готова, ждем гостей и исполняем традиционный ритуал прощения. По старому обычаю, перед Великим постом мы празднуем Масленицу у всех народов, а у нас как бы Прощенное воскресенье. Мы сегодня собрались всем нашим семейством, чтобы посидеть, отдохнуть и, как говорится, простить друг друга, кто кого обидел. Практически каждая семья в Гагаузе встречает этот праздник с традиционными блюдами на столе, просят прощения друг от друга и прыгают через праздничный костер. Принято считать, что если в этот вечер зажечь костер и прыгать над ним, то злые силы будут бессильны по отношению к вам целый год. Однако, по мнению некоторых жителей, традиции и обычаи относительно кухни и обрядов соблюдают не все, считая это чистым вымыслом самих же людей. Это традиция или нет? Не знаю даже. Я праздники не справляю, поэтому... Вы не в курсе? Нет, в курсе. А дома у вас тоже не готовят плацинты на Масленицу? Если честно, я по религиозным убеждениям эти праздники не справляю. Но не все опрошенные нами горожане такого мнения. Для большинства плацинта – часть национальной кухни и символ праздника Масленицы и Прощенного воскресенья. Да, обязательно. Без плацинты это не Масленица. Вы готовите плацинты? Конечно. И много сортов они такие. Плацинта, потом другое, слояное такое, разные. С творогом, с брынзой. А вы что на Масленицу готовите? Плацинт, конечно, как все люди. Что, мясо, разные птени. Ну, конечно, традиционно, как бы... У вас дома готовят? Конечно, готовят. Каждый год, как бы, у нас без плацинты Масленица не проходит. После пышных застолий с многочисленными видами мучных изделий у гагаузов принято держать трехдневный пост тримур, в течение которого они вообще не едят и не пьют. Таким образом очищаются от грехов, накопившихся за год.